смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Жестокие подростки. Верхоянские школьники забили молодого человека до смерти. Приговор убийцы. Верховный суд вынес решение по резонансному уголовному делу. Операция «Алкоголь». Полиция выявила факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Наркотики в чайном пакетике. В колонии пресечена попытка передачи осужденным крупной партии наркотических веществ. А теперь обо всем подробнее. В конце февраля в социальных сетях появилась информация о том, что в ночь на 20 февраля в городе Верхоянске 7 учащихся 8, 9 и 10 классов забили насмерть молодого человека. По некоторым сведениям, школьники снимали это жестокое избиение на видео и, как бы бравируя этим, распространили его по соцсетям. Верхоянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, по факту обнаружения в квартире города Верхоянска тела 21-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти криминального характера. Тело потерпевшего обнаружено 21 февраля текущего года около 7 часов в помещении одной из квартир дома, расположенного на улице Кирова города Верхоянска. На теле были обнаружены множественные телесные повреждения. По прибытии в Верхоянск эксперта 26 февраля проведено судебно-медицинское исследование. Согласно заключению врача, предварительной причиной смерти молодого человека явилась травма головы, которая сопроводилась субарахноидальным кровоизлиянием. В совершении данного преступления подозревается группа подростков. Степень причастности каждого из них к причинению смерти потерпевшему будет установлена в ходе следствия. В настоящее время проводятся допросы и иные неотложные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование продолжается. Весной прошлого года 32-летний Аял Николаев, занимавшийся частным извозом, был убит в поселке Газовиков микрорайона Марха. Автомобиль, на котором работал он, был найден позже обгоревшим в районе улицы Чернышевского. На тот момент у погибшего Аяла оставались беременная жена и 9-летняя дочь. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс в связи с дерзким характером его совершения, а также малозначительным поводом убийства. Следствием и судом установлено, что вечером 22 мая 2017 года подсудимые, состоящие в дружеских отношениях, распивали спиртные напитки в квартире одного из них. В состоянии алкогольного опьянения молодые люди посредством мобильного приложения InDriver вызвали такси, указав в качестве оплаты проезда сумму в 350 рублей. В связи с тем, что денежных средств для данных целей у них не было, злоумышленники вступили в сговор о неоплате услуг перевозки путем угрозы применения насилия, либо его применения, не связанного с причинением смерти в отношении водителя. По данному вызову прибыл водитель на автомашине Toyota Corona и при выходе из квартиры 22-летний подсудимый положил в карман своей куртки нож. Следователи установили, что молодые люди доехали на автомашине до дома номер 27 по улице Газовиков микрорайона Марха, где между водителем и 23-летним молодым человеком состоялось обсуждение способа оплаты проезда при отсутствии денег. В этот момент 22-летний пассажир, который находился на заднем пассажирском сидении, нанес один удар ножом в шею водителя, причинив травму, от которой потерпевший скончался на месте происшествия. Тело водителя злоумышленники переместили на незначительное расстояние от автомашины и оставили. После совершенного убийства молодые люди отогнали транспортное средство на улицу Лизы Чайкиной, при этом совершили кражу мобильных телефонов потерпевшего и денежных средств, которые позже потратили на покупку спиртного и продуктов. А транспортное средство одним из них было повреждено путем поджога. Преступники скрылись, но через непродолжительное время их личности были установлены сотрудниками полиции. Приговором суда 22-летний подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его подельник осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ходе операции «Алкоголь» сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия в одном из магазинов города Якутска выявлен факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Полицейскими изъято и направлено на экспертизу более 300 литров алкогольной продукции. Проводится проверка. Напомним, что изготовление и реализация контрафактной продукции влечет за собой административную, гражданскую и уголовную ответственность. Законом допускается, что за одно и то же правонарушение возможно привлечение сразу к нескольким ответственностям.
В исправительной колонии строгого режима номер 7 поселка Табага пресечена попытка передачи осужденным крупной партии наркотических веществ. Как нам сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Саха-Якутия, при досмотре младшим инспектором отдела безопасности продуктовой передачи для осужденного были обнаружены 2 пакетика с чаем без ярлыков, в которых содержалось вещество растительного происхождения с резким специфическим запахом. Проведенная экспертиза показала, что содержимым изъятых пакетиков является синтетическое наркотическое вещество общим весом более 2 граммов, что квалифицируется как крупный размер. По данному факту возбуждено уголовное дело. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели очередной выпуск «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.